Здравствуйте, в эфире «Чегемская правда», ноябрь месяц, в общем-то, зима на носу, и все время начинаешь думать в наших абхазских условиях, а что будет с энергетикой. Правительство Черноморэнерго заявляет о том, что вот если холодов не будет, то вот графиков не будет, но если холода будут, то обязательно придется врубить режим веерных отключений. В общем-то, ничего нового для нас в этом нет, но тем не менее хочется видеть какую-то перспективу, да. И поэтому мы сегодня, у нас в студии гость Феликс Чехерия, он, в общем, человек, который возглавляет компанию, занимающаяся там, так называемой зеленой энергетикой, то есть той энергетикой, которая в Абхазии, собственно говоря, практически нет. То есть мы полагаемся, единственная станция у нас Ингургес, вот мы на нее полагаемся, и в общем-то, других каких-то перспектив, которые там в ближайшее время, там, в ближайшей перспективе нам могли бы добавить генерации, нет. И, собственно говоря, я небольшой специалист, я вообще не специалист как бы в зеленой энергетике, тоже хочу вот как бы такая узнать, с чем ее едят. То есть, Феликс, добрый день. Ну, то, что сейчас зеленая энергетика, она становится интересной, видно было, по крайней мере, по тем поручениям, которые там президент Бадра Гумба дал в августе месяце правительству, и там был отдельный пункт, посвященный там зеленой энергетике, освободить и создать какие-то льготы, продумать, правительству было поручено продумать какие-то льготы. Что мы в итоге имеем? На данном этапе ведется работа в этом направлении. Президент, в принципе, тоже заинтересован в решении этой такой сложной задачи с одной стороны, но с другой она на самом деле простая. Но я как думаю, цена вопроса за всем стоит, цена вопроса. Один и тот же вопрос, сколько на это нужно денег, где мы их возьмем. Я думаю, совершенно по-другому. Мне кажется, нужно создать условия для работы. Ну, современные системы есть, которые позволяют сегодня решить многие проблемы. Вот. Как вам сказать, у вас, если сегодня 700 миллионов дефицит киловатт-час при 3 миллиардах потребления, оно будет расти. И мы что-то уже должны хотя бы начинать говорить о генерации. Любой, неважно, это гидроэлектростанции, это солнечные, ветряные, неважно. У нас мусора полно, то есть мы можем привести технологии и начать генерировать электричество. Вот вопрос. Начать генерировать. Перетоком вопрос не решить абсолютно. Это временное решение. Слава Богу, что наши власти идут на это, потому что свет необходим. Это тепло в домах, мы обогреваемся, мы готовим на электричестве. То есть нам нужна генерация. Вот к чему мы клоним. Нужна генерация. С Бадрой Зурабовичем, в принципе, мы обсудили. Хотелось бы дальше продолжить работу в этом направлении с парламентом, так как от него многое зависит. Ну, я перебью, Феликс. Все-таки правительство какое-то решение оно приняло. Там освободить от сделать таможенную ставку, нулевую таможенную ставку на ввоз. Частично. Частично. А на что таможенная? Солнечные панели были освобождены от налогов. Таможенные пошлины. И пошлин, да, инверторы, оборудование. С накопителями пока мы ведем переговоры. Все-таки основная комплектующая нашего оборудования – это накопитель. Мы от солнечных панелей производим постоянный ток,
наше оборудование его превращает в переменный, и мы его храним в так называемых накопителях. Это литий, железофосфат. Это такой новый аккумулятор. Его ценность в том, что он может гарантированно проработать 15-20 лет, если его правильно обслуживать. Я думаю, что выход есть, просто надо этим заняться и все, работать в этом направлении, больше ничего не надо. У нас по Абхазии там десятки станций, многие из них исследовательские, мы можем показать, объяснить. Компания у нас небольшая, но мы как бы с сегодняшними потребностями страны справляемся. Ну, расти надо, и на это надо обратить внимание обязательно правительству и президенту, потому что мы это сделаем без них, но это время. Ну а что нужно вообще для этого? Вот для того, чтобы вот зеленая энергетика у нас как бы более широким шагом вошла в наш быт. То есть мы почувствовали то, что вот у нас появилась дополнительная генерация, там, ну, вот эти 700 мегаватт, то, что добавилось, чтобы мы вот этот дефицит, допустим, ликвидировали. Сколько времени нам понадобится и что для этого нужно? Вот в законодательном плане, там, я не знаю, там, какая еще помощь нужна для того, чтобы, в общем-то, зеленая энергетика развернулась? Ну, 700 миллионов киловатт-час дефицита можно покрыть 1 миллионом солнечных панелей. Они дадут вам в год это 700 миллионов киловатт-час. Это где-то 6 тысяч квадратных метров территории. Но опять-таки они не нужны сельскохозяйственные. Нам нужно то, что, ну, с одной стороны, южную сторону, да, имеет непригодные земли. Мы можем найти, использовать эти земли, ну, для целей солнечной энергетики. Да. Да, что нужно? Привлечь абхазский народ к этой проблеме. Если мы хотим иметь свою энергетику, мы что-то все должны вместе для этого сделать. Что касаемо государства, оно просто должно у народа выкупить излишки. Ну вот, допустим, мы вам поставили 10-киловаттную станцию. Она работает, вы все дома, потребляете 10 киловатт. Но когда вы ходите из дома, потребления никакого нету, излишки станции скидывают в сеть. Делайте переучет, не можете заплатить, сделайте переучет, перерасчет. Затяните людей, чтобы они понимали, что сегодня они, вложив в эту систему, с одной стороны, снижение потребления, с другой стороны, он может и заработать на этом что-то. Сейчас весь мир, это закон о зеленом тарифе. В парламенте он лежит, и над ним работают. Президент обещал в феврале этот закон все-таки рассмотреть, там, если не решить его основные проблемы, но он решит многое. То есть нам нужен отдельный закон. У нас есть закон об энергетике, и есть необходимость отдельно зеленой энергетики. Регламент всего. Это все легко. 141 страна мира уже там. И, ну, честно говоря, я не вижу другого выхода. Просто, ну, не вижу. Я постоянно занимаемся проводами, трансформаторами. 24 часа в сутки мы на работе. И днем, и ночью. Мы видим, что происходит в розетке 140. Постоянные перебои, отключения. Решение есть. Если оно нужно вам, оно вот легкое. Но вообще сама цена вопроса, вот, допустим, для обывателя, ну, человек там, я не знаю, решил у себя там солнечные батареи поставить. Насколько это дорогое вообще удовольствие в абхазских условиях? Все зависит от вашего дома, вашего потребления. Ну, давайте вот так по-другому скажем. Мы вообще думаем, что в ближайшее время у каждого, у кого есть домовладение частное, у них появятся эти станции. Это будет выглядеть так, где-то 10-12 панелей. Сегодня они стоят 10 тысяч, вот вам 120 тысяч. И инвертор сетевой.
ну, тоже 1050-100, ну, 200-250 тысяч эта система будет стоить. Здесь вопрос в другом. Когда эта система окупится, человек вкладывает в комфорт, в тепло, в удобство, бесперебойность. И еще если мы сможем все-таки излишки у него выкупать, тогда этот человек уже безбоязненно купит это оборудование, поставит и знает, что через год, два, три эти деньги он окупит, они к нему вернутся в его семейный бюджет. И эта же станция 10 лет, 15, 20 будет ему давать электричество. Но у нас по законодательству это вообще никак не предусмотрено. Там. Нет. Вот сейчас мы ведем несколько больших проектов, ну, больших для нас, больших, там 50-100 киловатт, давайте так скажем. Они уже коммерческие объекты. И вот сейчас мы будем встречаться с Черноморэнерго и обсуждать работу их счетчиков. Все-таки нам как бы настраивать. Сегодня это все просто. Настройки оборудования, чтобы оно работало, ну, в связи. И поэтому решение проблем, ну, вот копеечное. Нам не столько денег надо, сколько условия создать. Предприниматель, тот, допустим, он в бизнес вкладывает, какой-то ресторан строит, гостиницу строит, 10 миллионов вложил. У него окупаемость, я не знаю какая, сам владелец гостиницы там был 2 месяца сезона, остальное все не знаем, что делать. Это наша проблема. А тут он поставил станцию, она у него 5-10 лет окупилась, 30 лет он зарабатывает. Я такие слышу, знаете, вот смешно мне. Мы хотим как бы увеличить туристический поток. А как его увеличить? Мы все в лето стреляем. Там все нормально летом. Там 2-3 месяца к нам туристы едут. С этим его, ну, чуть прибавим, чуть убавим. Нам надо увеличить срок этого туриста здесь, чтобы зимой он был, летом. А что для этого надо? Тепло, свет бесперебойный, теплые бассейны. Ну, слава богу, у нас с маршрутами проблем нету. Круглый год можно ездить. Я здесь живу. И сейчас вот ездю, станции ставлю по горам, по разным объектам. Я не знал, что настолько объектов есть, куда можно поехать, отдохнуть. Просто надо вернуться в теплый отель, где тепло, не выключают свет, есть теплый бассейн, вкусная еда, безопасность, рай на земле. Я вообще не представляю жизни нигде в мире. Но у нас короткий курортный сезон, там 2-3 месяца, которые там мы работаем в таком полном объеме. Я помню, Пицунда была битком. Да, но если мы вот по такому режиму будем работать, там, допустим, весной, зимой, поздней осенью, да, в общем-то, там уже, наверное, и другие возможности энергетические. Условно говоря, летом всегда с электричеством хорошо, потому что есть вода в Ингургес, да, но зимой, в зимний период, мало того, что как бы с водой проблемы, меньше воды становится на плотине, сокращается генерация и так далее, но при этом увеличивается потребление за счет, опять же, того, что дневной день становится короче, становится прохладнее, холоднее, то есть это опять надо же разогревать и так далее, то есть обогреватели и так далее. То есть если мы в таком режиме курортном, круглогодичном перейдем, сколько вообще понадобится электроэнергии? Вот, допустим, не строя, вот, на ваш взгляд, вот не строя новых дополнительных, условно говоря, там гостиниц. Вот как сегодня. Вот, допустим, курорт Пицунда будет работать в круглогодичном режиме. И также все остальные там пансионаты, санатории, там гостиницы, там маленькие мини-гостиницы, там гостевые дома. Сколько нам вообще электроэнергии нужно? Я думаю, 10 миллиардов киловатт-час на год. А какие возможности, допустим, у нас вот с помощью вот, традиционной генерации через ГЭС, гидроэлектростанции? Вот смотрите, вы сейчас меня поймете, и да. Нам же простое решение нужно за 3 копейки. Я понимаю, многим не нужно это простое решение, но мне нужно простое. В списках оборудования, которое мы запросили, там они нам отказали в аккумуляторах, да, и в солнечных нагревателях.
Вот мы приходим в дом к человеку, у него сам дом потребляет 3 киловатта, а нагрев его 40. Солнечные коллекторы с КПД в 90%. Допустим, солнечная панель моя это где-то 20% КПД. Нагреватели это под 90. Нагреватели солнечные, пожалуйста, ставьте. Проблем нету. Покажите людям, что не нужно иметь дома 10-киловаттный нагреватель. Можно поставить, присоединиться к солнцу, и проблем нету. То есть мы приходим, ему убираем этот ТЭН, это 10-15 киловатт, 20 киловатт, меняем его на другую систему. Честно говоря, я бы пошел, знаете, куда? Тепловые насосы. Ну, просто конкретными фактами. Мы у одной девочки ставили, у нее был бассейн, и она уже готова была его закопать, потому что у нее не было электричества, чтобы его обогреть. 15 киловатт у нее потребление всего этого объекта. Мы ей поставили один тепловой насос. Он потребляет 3 киловатта, он покрывает ей все ее потребности. Без нас это было 20 киловатт, с нами это 3. Все эти технологии уже 50 лет. Я житель Пицунды, у меня весь берег, вот пицунские видят, да, знают. Весь берег у нас солнечных этих водонагревателей уставлены. Цитрусовый совхоз, спортбаза, вся в этих нагревателях. Покажите людям нагреватель солнечный. На Алибабе он $100 стоит. Бизнес нас привезет его сюда, это как кондиционеры, необходимость. Покажите современное оборудование. Уберите пошлины, уберите всякие налоги, препоны, вот это, что вот творится. Ребят, мы устали, нас немного, у нас проблема, мы не тот бизнес, который может вагонами это вам все привезти. Была бы возможность, мы это все, конечно, привезли бы, вам подарили, но это работать не будет. Что можем, делаем. Создайте условия для людей, чтобы они могли это оборудование завести. Мы поможем его установить. Мы, честно говоря, только этим и занимаемся, что мы устанавливаем оборудование. Мы просто знаем, где его взять. Клиент сам заказывает, на его имя на границу приходит. Он встречает, завозит. Вот наша... Ну, вы частник, а вообще, если бы государство само занялось бы этой проблемой, я не знаю, там создало бы какое-то или госпредприятие, или государственное частное партнерство, насколько как бы и поставило бы цель, побыстрее бы как бы... 1 год. 1 год. 1 год, и у нас уже дефицита не будет электроэнергии. Да. Но еще продавать будем. 1 год просто, дайте поработать, дайте заняться делами. Куда ни придем, везде стоп. Давайте так скажем. Господин президент нас поддерживает, парламент нас поддерживает, кабинет министров нас поддерживает, народ нас поддерживает, мы в Фейсбуке печатаем, нас поддерживает. Объясните, почему вообще... Что тогда тормозит? Я не знаю. Я не знаю, ничего не происходит. Ничего вообще. Ничего. То есть, в общем-то, есть какое-то желание, но каких-то действий нет. Да, сегодня оборудование это доступно. Сколько хотите его. Не выдумывайте никакие турбины, ГЭСы. Ну, это все сложно. Можете, делайте. Но вообще как, допустим, коррелируется вот, электричество, которое там вырабатывается с Ингургес, но вы сейчас солнечные батареи, у нас единая система. Но и тоже из возобновляемых источников энергии. Это все одно и то же. На весь мир крикнем «Мои золотые», мы переходим на зеленую энергетику. Поверьте, одобрят. Поверьте, одобрят этого. По факту так и есть. Ингургес зеленая. Давайте солнцем немножко накидаем, пару ветряков привезем, поставим. Энергетикой займемся. Вот эта покупка перетока замечательно, все хорошо. Но я бы больше к народу обратился, попросил их там в солнечные дни отключим, потерпим, мы эти деньги давайте вложим, что-то построим, чтобы хотя бы дети наши этой проблемы не видели. Смешно.
Вы простите, но 21 век на улице. К нам едут автомобили электрические. Вот важная тема. Вы представьте, что мы сейчас заменим автопарк наш бензиновый, уходит как прошлое, потому что сегодня есть два вида автомобиля. Это электрические, это новые, и бензиновые, это старые. Причина перехода – это никакая не экология. Все это понимают, что и там, и там, и там какие-то есть моменты, которые нам не говорят, но самое важное – безопасность человека. В современных автомобилях много электроники, много оборудования, которое помогает человеку выжить. Вот что самое главное. Поэтому электрички, они уже идут. В Сухуми у вас первая станция, я так слышал, компания «Система» установила ее. У нас тоже первые клиенты, которые ездят на электромобилях. Представьте, 400 километров по 2 рубля за киловатт-час. Это 160 рублей. Сейчас на 400 километров, ну, наверное, 1002. Сколько обойдется проехать? Бензин? Да. Бензина, ну, 1003. 3000. 162 рубля. Сами посчитайте, сколько киловатт? 2 рубля стоит. Вот батарейка на 400 километров – это 60 киловатт. Батарейка на 100 киловатт – это уже 600 километров. На 120 – это чуть больше. В таких пропорциях мы все туда уходим, от нас ничего не зависит. То есть это, в принципе, еще и режим экономии. Конечно. То есть если человек, ну, вот, допустим, имеет человек мини-гостиницу, он ее установил. Во сколько это обойдется и сколько будет стоить условный киловатт-час? Ну вот смотрите, на минуту представьте так, сказками я расскажу, наверное, как сказочник, что делать. Представьте на минуту, дом у вас в Дурипше, в Лыхнах, в Ачиндарах. У вас свои 10 киловатт. Станция стоит, то есть у вас свой свет. Свое тепло, у вас там тепловой насос стоит, который 2 киловатта потребляет, вы уже и нагреетесь, и охладитесь. У вас своя зарядочная машина, зарядка, которую вы зарядите свой автомобиль. Вот куда надо смотреть, а не в окупаемость, в цену этого всего оборудования. Если создадутся условия, вот и платя налоги, платя НДС в России, мы же в Россию завозим, мы же сами не можем привезти ее сюда. Потом с России мы вывозим сюда опять какие-то расходы. Если это все наладить, создать условия комфортные, у нас электричество будет столько, сколько вам надо. Не, ну и все-таки, вот, допустим... Ну, вот сейчас мы ставим. Вот у меня дома стоит квартира двухкомнатная, у меня стоит за 20 тысяч аккумулятор и за 20 тысяч инвертор. 40 тысяч. Единственное, когда свет выключают, я не могу пользоваться печкой электрической, она 5-киловаттная. 5-киловаттная станция где-то в районе 200 тысяч стоит. Там тоже есть свой такой подземное течение. Можем на «Жигулях» ездить, а можем на «Мерседесе». Вот мы основную часть ставим «ДЭ». Она передовик, это оборудование не дешевое, я согласен. Но оно 15 лет работает. Мы с кем не разговариваем, они довольны. Большой дом, ну, можем и до 2 миллионов, такие проекты у нас есть. Сейчас магазин большой собираем, это 3 миллиона. Это там, до 1000 квадратных метров. Ну вот 3 миллиона, конечно, большая сумма, но там же все-таки, вот вы говорили, там, допустим, есть режим экономии, то есть и потребление сокращается, там, допустим, да, там с этими водонагревателями, когда ты замещаешь их вот через эти солнечные батареи, то есть вот как просчитать, допустим, если этот дом жил бы, то есть вот эта мини-гостиница, условно, там, питалась бы вот просто
от Черноморэнерго, там платила бы вот по этим тарифам и так далее. У них там стояли бы опять вот эти водонагреватели и так далее. То есть у них, и, соответственно, и потребление было бы больше. То есть вот если соизмерить вот это потребление, с одной стороны Черноморэнерговская, да, которая тариф там более-менее нормальный, да, и, допустим, вот это оборудование, которое покупаешь там за 2 миллиона, условно говоря. А какой тариф у Черноморэнерго? Но сейчас с 1 января будут увеличивать вроде бы там 3 для физических Там лиц. больше 10 лет окупаемость этой станции будет. Поэтому мы говорим, давайте так далеко в дебри не идем. 10 панелей, 1 инвертор, больше другого оборудования нам не нужно. Человек поставил, он на своем электричестве живет, излишки вы у него выкупите. Вы просто гарантируете потребителю бесперебойное электричество. Вы это сможете гарантировать, когда вы сможете покрыть дефицит. А по какой, допустим, условно говоря, Черноморэнерго будет выкупать излишки? Да хотя бы не надо выкупать, перерасчет сделайте, с чего-то начните. Хотя бы перерасчет. Вот клиент днем от солнца взял, ночью из сети. Оборудование подмешивает, понимаете, если вот, допустим, вы потребляете там 10 киловатт, а солнечная станция дает вам 5. Оборудование из сети эти 5 возьмет. Но если у вас излишки, оно в сеть кинет. То есть это все очень просто, не надо никакого оборудования такого. Счетчики Черноморэнерго мы просто связали, и все, проблем не будет. С этим вообще проблем нет. Нам нужно удешевить эту систему. Чем ниже, тем лучше. И она удешевляется. Вот то, что, допустим, мы оборудование 300 тысяч завозили, сегодня мы его спокойно 100 привозим. Цены падают. Просто создайте условия для человека в Абхазии. Смотрите, еще есть проблема. Вот мы, так как в Гагринском районе живем, там до 1500 вроде на очереди стоят на трансформаторы. Пытаются подключиться, но нету мощностей. Даже мы сейчас объект один собирали, 500 киловатт. Потребление объекта ему ставят 100 киловатт. Трансформатор, говорят, подожди, мы когда это все восстановим, потом тебе поменяем трансформатор. И вопрос, как он запустит вот это все огромное, вот это электричество. То есть мы задерживаем наш прогресс. Тем самым, что мы ничего не делаем, то, что можно за один день сделать, мы делаем месяцами. По факту займись нашим законом, займись нашими делами. Это их дела, не мои. Чем хуже в стране будет свет, тем больше людей к нам придет, попросит им оказать нашу услугу. То есть, чтобы сказать, я там рекламирую, что-то прогоняю, нам не надо, у нас маленькая компания, там 10-15 человек. Мы работаем, все друзья, хорошие дела делаем, отдыхаем вместе, живем вместе. У нас все нормально. Просто услышьте нас, пожалуйста. Создайте условия, и у вас в течение года-двух проблем со светом не будет. И я не знаю, там, как правительство будет эту задачу решать, там солнечная энергия, там развивать солнечную энергетику или там другие какие-то виды. Но главное все-таки, чтобы у нас была генерация, которая бы, наверное, позволила бы нашей республике, с одной стороны, ликвидировать тот дефицит энергии, который сейчас существует, и смотреть в перспективу. Потому что понятно, что без достаточных мощностей никакая экономика развиваться не будет. И я, наверное, все-таки, мне кажется, одной вещи не хватает, которая требуется, может быть, от властей. Это вот, наверное, каких-то образовательных вещей, просветительских вещей по зеленой энергетике, да, потому что это вот такая терра инкогнита, территория, которая не очень понятна людям, да, и когда не очень понятно, естественно, сложно развивается. То есть вот
вот это просветительство, наверное, бы помогло и не только в развитии энергетики, но и, наверное, в экономии тех ресурсов энергетических, которые у нас есть. И я на этом, наверное, буду прощаться. Феликс, большое спасибо. Я напомню, сегодня мы говорили о зеленой энергетике. У нас в гостях был Феликс Чехерия, который вот уже долгие годы занимается продвижением этого вида генерации. Спасибо большое. До свидания. Счастливо.